Приветствую всех здравомыслящих людей на YouTube-канале «Все самое интересное». Сегодня у нас в гостях Пламен Пасков. Здравствуйте, Пламен. Приветствую вас, вашу большую, любознательную, бойкую аудиторию. Пламен, люди переживают за ваш канал. Скажите, какие есть новости? Ну, слава богу, новости есть хорошие, наверное. 2 страйка остаются, но с 15 ноября разрешено публиковать на моем канале, поэтому я стал выкладывать все те ролики, которые за это время были записаны, что в свою очередь, естественно, вызвало недовольство у некоторых. Говорят, ну это уже старое, ну это уже было 2 недели назад, ну что-то новое подавайте. Вот сегодня с вами мы будем и подавать, организовать вот это новое. С вашего позволения, также это интервью мы выложим на канал «Все самое интересное», также на канал Пламен Пасков СССЛ, где уже больше 2000 подписчиков. Сразу переходим к вопросу. Итак, новости с официального сайта вести.ру. В Государственную Думу внесли законопроект, позволяющий президенту баллотироваться снова. Как вы считаете, эта новость, это отражает заботу о народе, или они все-таки больше переживают о себе? Это, во-первых, для меня не новость, это было ожидаемо, это следовало, что называется, ожидать. И в этом есть большой, естественно, в первую очередь личный мотив. На самом деле, знаете, я сделал такую длинную скобку, для того, чтобы было людям понятно. У меня нет ничего личного против Владимира Владимировича Путина, и даже нет ничего личного, если человек занимает 2, 3, 4, 5, 6, 7 сроков подряд. Потому что политик должен править и заниматься своей политикой в пользу своего государства столько, сколько он может приносить ей пользу на те позиции, в то качество, которое он может это сделать. Если у него долгий срок службы, почему бы и нет? В конце концов, самые успешные, самые суверенные страны, это не страны выборной такой квазидемократии, это монархии. В Великобритании, да, есть выборы, да, лейбористов, да, там другие, там всякое такое, но королеву кто-то выбирал, нет? А камеры лордов, особенно верхней палаты, кто-то выбирал, нет? Или они там пожизненные, они там наследственные, все остальные. То же самое с большинством, если не сказать, со всеми западноевропейскими монархиями, их никто не выбирает, даже самые маленькие, даже Андорра, даже Монако, даже Сан-Марино там и так далее, кто их выбирает? Но никто их не выбирает. Поэтому то, что президент может баллотироваться, в принципе, ничего страшного, ничего ужасного. Проблема в том, что если человек это делает не для того, чтобы завершить какой-то долгоиграющий, долгосрочный проект, потому что есть большие, мегаструктурные, тяжелые проекты в рамках государства, для которых не 4, а порой и 8 лет недостаточно для того, чтобы он сколотил нужное количество экспертов, для того, чтобы он сколотил нужное количество команды, которая должна завершить вот этот большой проект, который должен вытянуть это государство рывком вперед, либо сохранить его, либо оборонять его, потому что идет большая тяжелая война против этого государства. То есть здесь нету канона, что должен быть 4 или 8 лет. 4 или 8 лет это канон только для тех стран, где практически суверенитета нет. То есть Соединенные Штаты Америки, которые мы привыкли считать чуть ли не мега-супер-пупер самым страшным, грозным, сильным государством мира, там с этими президентами ситуация очень-очень сильно далеко не так, как людям кажется. Право поднимать свои ноги на столе в овальном кабинете по-ковбойски, это не есть право властелина мира, как многим это кажется. Потому что президент там достаточно сильно контролируемая, не то что управляемая, но контролируемая фигура. И с точки зрения формально-юридической, и с точки зрения неформально, зато намного более сильно, чем юридической, президента, и там, если кто-то хочет понять, как работает институционализация высшего американского истеблишмента, может прочитать всю королевскую рать Уильяма Пенуорена, может быть, один из самых лучших американских политических романов 20 века. Либо может, если не хочет читать, а любит смотреть, ну, сейчас поколение такое, которое что такое читать, ну вот посмотрите «Карточный домик», все 5 сезонов, внимательно, аккуратненько, не просто вот эту, как сказать, эмоциональную драму
а именно как это работает. И тогда будет много чего понятно, почему сейчас то, что происходит в Америке, то, что мы называем выборы, американские выборы 2020, это практически полная копия, реплика того, что было показано, описано и подробно разложено по полочкам в 5-м сезоне того же самого сериала «Карточный домик». Простите, что я вам даю такие сериальные аналогии, но мы это делаем не из лучших побуждений для того, чтобы даже более молодой части нашей аудитории, которой непривычно уже читать, понять, о чем мы толкуем. То есть в Соединенных Штатах Америки есть кланы, которые являются владельцами, собственниками этого государства, но они оперируют исполнительными директорами, CIO, то есть Chief Executive Office. Вот этот Chief Executive Office, для них это как раз и есть президент. Поэтому и сама функция американского президента по-английски называется in office, то есть тот, который находится в офисе, в службе, тот, который сейчас служит. Кому он служит? Да, формально он служит американскому народу. Да, когда интересы американского народа совпадают с интересами тех кланов, которые там территориально резидируют, да, это выглядит именно так. Но когда интересы американского народа расходятся с интересами этих кланов, президент безошибочно, каждый, любой американский президент выбирает сторону именно этих кланов, потому что это не вопрос выбора, а это вопрос приказа со стороны кланов к этому американскому президенту. И те, американские президенты, которые плохо слышат, у них проблема со слухом, либо проблема с исполнительностью, то, что им нашептывают, либо рекомендуют эти кланы, их просто подстреливают для того, чтобы прочистить им уши, чтобы они лучше слушали. А если они все равно плохо слышат, их просто пристреливают окончательно. Джон Фицджеральд Кеннеди, 22 ноября 1963 год в Далласе. Вот так показательно, чтобы на камере всего мира было понятно, что с такими там получается. А те, кто должны это понять, они это поймут. Это сигнал не для всех, но сигнал для тех, которые должны понимать, как это работает. Поэтому Соединенные Штаты Америки, у них есть Конституция, но настоящие владельцы – это владельцы Федеральной резервной системы, а владельцы Федеральной резервной системы – это владельцы-выходцы из лондонского Сити. Не из Виндзорского дворца, а именно из лондонского Сити, которое является экстратерриториальной структурой с другой юрисдикцией в рамках не просто государства Великобритании, но и даже в рамках города Лондона. Это примерно как Чита-ди Ватикану в рамках Рима либо Италии. Ватикан – это самостоятельное государство, и причем формализованное самостоятельное государство. Так и у этих ребят лондонской Сити это формально не так публично известно, как Чита-ди Ватикану. Но всем, кому надо, это знают. Не могут не знать. Ровно так же, как и в Америке, как Вашингтон, Дистрикт Колумбия. Вот есть Белый дом, там офис для исполнительного директора, если он исполняет, этот директор. А есть и структуры, куда заходить просто так вообще нельзя и никак по-другому. Следующий вопрос от Алии Сафулиной. Уважаемый Пламен, вы говорите, что президенты управляются в Соединенных Штатах Америки и ставятся благодаря Финрезерву. А кем ставится и управляется президент в России? И в чьих интересах он все-таки работает? В интересах народа или в интересах олигархов? В интересах народа он по определению не может работать, за исключением тех случаев, когда интересы народа могут частично совпадать с теми интересами, которые ему нашептано и сказано выполнять. В интересах олигархов он тоже не может работать, потому что олигархи это не структуры самостоятельные, это не структуры субъектные, это не структуры суверенные. А олигархи это институт олигархата, который используется для управления завоеванных территорий, для управления колонией. То есть эти олигархи, которые в 1993-1994 год были сформированы после того, как американский корпус консультантов, который приехал прямо под конец правления Горбачева в Москве физически, который стал консультировать, в скобках приказывать абсолютно всем государственным институциям, что министрам, что замминистрам, что агентствам, что любым другим большим структурам, они их консультировали. И до 1993-1994 года было прямое консультативное американское управление Россией. К этому моменту они приготовили себе выборку тех людей, которые за эти годы они подготовили, которых они определили.
и для которых они приготовили именно этот функционал, который в простонародье потом стали называть олигархами. То есть говорить о том, что президент служит олигарху, это сказать, что, не знаю как, эта дубинка служит руке, которая ее держит. Но рука-то является продолжением мозга, который принимает какие-то решения. Поэтому связь между дубинкой и руки, которая ее держит, выглядит прямой, непосредственной. Но эта дубинка приводится в движение не по решению руки, а по решению субъекта, который ее держит. Здесь то же самое. Президент не может выполнять. Он может, конечно, знать, что есть такие люди. Он может знать их лично. Он даже может дружить с ними лично. Может не дружить с ними лично. Может их ненавидеть в личном своем качестве. Может даже там какие-то мелкие или более средние гадости делать себе друг другу, там пинаться там по косточкам внизу под столом и так далее. Могут это сделать. Это на чисто бытовом человеческом уровне, потому что все такие это и люди, помимо всего остального политического функционала. Но чтобы президент сделал что-то другое, ну, не знаю, 2 или 3 года назад на Санкт-Петербургском экономическом форуме, когда шефом Международного валютного фонда все еще была Кристин Лагард, до того, как заступила Кристалина Георгиева, болгарка, кстати, недалеко от моей малой родины, здесь, на нашей области, ну, неважно, это уже в скобках, когда она родилась, ее родители дали ей имя Сталинка. А потом из-за политической корректности она сама выбрала себе другое имя. Не Сталинка, а Кристалина. Вот так. И вот эта женщина, которая сейчас занимается Международным валютным фондом, а до нее была Кристин Лагард. И когда Кристин Лагард была в гости, можно это так сказать, хотя она была надзорником, если не шеф-диригентом, хотя и дискретным, вот этого Санкт-Петербургского экономического форума, Владимир Владимирович Путин тогда то ли спросил, то ли уведомил, что собирается поменять Эльвиру Сабхизадовну Набиуллину с позиции шефа Российского Центробанка. И Кристин Лагард так на него посмотрела и сказала, а это очень плохая идея. Те, которые знают английский, прекрасно понимают, что это их образ сказать, а это делать нельзя, потому что очень больно вам будет. Это просто запрещено вам делать и все. Это по-русски говоря, переводя на обычный человеческий язык. Соответственно, если вы помните, если вы как-то наматываете ленточку 2-3 года назад, вы видите, что Эльвира Сабхизадовна и к этому моменту, и во время этого момента, и после этого момента, и по сей день все еще является шефом Российского Центробанка. Поэтому сразу становится понятно, кто тогда может рекомендовать и просто выражать мнение и сомнения по поводу решения либо намерений российского президента. Если он не поймет вот этот намек, тогда вступал в силу то, что мы сейчас наблюдали в Беларуси, то, что мы наблюдали в Армении, в Украине, то, что мы наблюдали в Молдове, если мы наблюдали, если мы это понимали, то, что мы наблюдаем, и что происходит в Киргизии, в моей родной Болгарии, в Сербии, в Греции, в Италии. Ну, везде это происходит, когда это нужно, когда эти люди не понимают. А когда они выполняют, ну, тогда мы будем грозиться пальчиком, мы будем вообще-то говорить, что он плохой-плохой, ему надо уходить, потому что он тиран, кровавый такой. Но мы его будем держать, потому что под угрозой этот человек будет слушаться намного лучше, чем просто ему сказать или просто ему приказать. Вот под угрозой эффективность, политический функционал, выполнение вот этих внешних приказов намного лучше. Поэтому, в отличие от Александра Григорьевича Лукашенко или даже от Гурбангулы Бердымухамедова, локдаун, здесь масочный режим, здесь, понимаете ли, самоизоляция, здесь QR-коды, здесь Собянин все решает, здесь я иду в бункер, здесь все вот так, никак по-другому, здесь, дальше продолжать даже не будем, потому что это то, что имя нельзя произносить. То, что имя страшнее и важнее, чем имя российского президента, человека с ядерной триадой. И давайте лучше закончим ответ на эту такую, не то что точку, а многоточию. Пламен, вот вопрос, буквально блиц-вопрос и блиц-ответ от Николая Суверена. Пламен, вы по вашим же словам, получается, что некоторые дубинки отказываются служить этой руке. К примеру, Лукашенко не поддался серым кардиналам. Так же, как Бердымухамедов отказался. Значит, получается, что наша дубинка рада дубасить свой собственный народ. Напомню, что возможностей у нашей дубинки гораздо больше. Наша страна самая большая и одна из самых богатых стран в мире.
И тем более, если, объединившись и с Белоруссией, и с Казахстаном, и с другими странами бывшего СССР, она может дать достойный отпор. Получается, что наша дубинка заинтересована служить марионеткой в руках серого кардинала. Если честно, мне сложно судить. С удовольствием, с садистическим удовольствием, из-за трусости, из-за нехватки ума или из-за какого-то другого четкого, серьезного, глубинного расчета, так называемая наша дубинка, в скобках гарант Конституции, так аккуратно и безошибочно слушается во всех этих больших стратегических приказах вот этих внешних серых кардиналов. Я вполне допускаю, что ему это органически противно, что он в сильном гневе и ждет не дождется того случая либо момента, когда будет наносить ответный удар. Но мы можем долго теоретизировать в зоне безбрежности, психологии и, скажем так, пытаться заглядывать в человеческие души, но это дело абсолютно сейчас бесперспективное и безрезультатное. Мы видим, что 20 лет это происходит. Мы видим, как за эти 20 лет, когда лился триллионный дождь, то этим триллионным дождем миллионеры стали миллиардерами, миллиардеры стали размножаться почкованием, и их умножилось в 100 раз больше. Да, до 2014 года и средний эконом-класс людей в России жили более-менее человекоподобным образом лучше, чем вторая, особенно половина 90-х годов, но это был триллионный дождь золотой, который не конвертировался в предприятия, не конвертировался в рабочие места, не конвертировался в индустрию, не конвертировался в высокие технологии, не конвертировался в усиление государства, а который конвертировался в яхты, джеты, суперджеты, зарубежные счета, зарубежные замки, зарубежные виноградники, зарубежные, много чего зарубежное и много чего лично частное в России. Можно просто посмотреть на расследование Навального. Я уверен, что то, что Навальный нам показал за все эти годы, с этими подробными, длинными расследованиями, это просто как поскребли немножко, и вот пару царапин там сверкает внизу, что там есть. А все остальное это море. Это то, что один Навальный и 10 Навальных, наверное, на это не хватает для того, чтобы с этим разобраться. Но это и есть суть процесса. То есть все это 90 с чем-то процентов национальное народное богатство концентрируется не в руках олигархов, а через олигархов вытекает за рубежом, потому что даже та собственность внутри в России, которая выглядит или числится по Росстату собственности каких-то из этих значимых политических, чинушных, либо олигархических структур, либо физлиц, даже это заложено, перезаложено и давным-давно является неформальной, зато реальной собственностью вот этих кредитующих, либо командующих внешних организаций, которые контролируют этой персоной, жирным пакетом из компроматов, папок, средств воздействий и рычагами, с которыми они могут заставить их сделать что угодно. Хоть родную маму, почку тонкими кровавыми ломтиками принести на блюдечке у белого сахиба. И они на самом деле не сильно внушаются примерно тем же заниматься, потому что такое родина? Это мать твоя. А если ты родину продаешь именно такими кровавыми кусками вот этому белому сахибу и щекуешь у себя, скажем так, на уровне жизни, который немыслим даже для многих из так называемых западных, не то что олигархов, а богатых людей, у них даже если есть богатство 100 раз больше, они так не выпендриваются, у них там какой-то автопилот работает, а у этих местных, поскольку это буквально ребята из подворотни, с не очень хорошим образованием, с ужасным воспитанием, скажем так, в состоянии, которое даже советская система воспитания и образования дала какие-то там бреши, какие-то там сбои, вот именно эти из грязи в князи, их аккуратненько за эти 3-4 года англосаксы и мастера кадровой политики подбирали в начале 90-х годов для того, чтобы поставить их именно на эти позиции. Потому что они прекрасно понимают, что из грязи в князи вот этот князь всегда будет знать, что его происхождение грязь. И если он вообще-то цицнет и скажет что-то не так, и не будет таким князем, каким мы ему сказали быть, и никем другим, то опять возвращается в грязь, и кто-то другой будет князем. Ну, вот таким формальным, таким бутафорным, картонным, ну, изображающим каким-то князем. Вот за время княжения он пользуется вот этими ресурсами ровно так же, как
руководители СССР пользовались госдачами только на время их политической функции. Это не унаследовалось. Кстати, очень интересный момент. Очень знаковый, не только интересный. Собственность в России, особенно крупной, особенно индустриальной, а в том числе и вот ту, которую Алексей Навальный находит в его расследованиях, невозможно унаследовать. Невозможно унаследовать юридическим образом своим отпрыском. Я не имею в виду квартиру, я не имею в виду какую-то дачу либо машину, а реальная, настоящая собственность. Например, Норильский никель невозможно унаследовать, Русал, Газпром, что-то другое, что-то большое, что-то серьезное, Аэрофлот, Роснефть. Это невозможно унаследовать. По английскому праву. Если вы посмотрите, есть очень такой познавательный фильм, скажем так, идеологического оппонента, человека с идеологическим профилем, которого я, мягко говоря, категорически не согласен. То есть это для меня человек с другой стороны баррикады, Юрий Дудь. Ну, там он сделал фильм «Кремниевая долина», хороший познавательный фильм, правда, очень аккуратно, правильно подобрано. Я эти вещи вижу, но я прекрасно понимаю, что большинство из обычных обывателей это не увидят и не поймут, они увидят именно то внушение, которое должно составить вот этот фильм, но я это понимаю по-другому. Там есть несколько очень важных, ключевых, по крайней мере для меня, диагностических, симптоматических моментов истины, которые эти ребята, русские выходцы из бывшего Советского Союза, из России, из Медведкова, из Белоруссии и так далее, ему честно говорили. И на один из вопросов Юрия Дудя: хорошо, то, что здесь происходит с Кремниевой долиной, почему нельзя сделать в России? Ему, помимо всех остальных ответов, один из них, по-моему, Николай Давыдов, ему там 32 года было, когда это снимали, один из этих молодых успешных бойцов, сказал: ну, здесь дело не в налогах. В России 13% налогов, здесь 50%. То есть кто уйдет из 13% налог на 50%? Здесь все дело в английское право. И это говорил человек, который находился в Кремниевой долине, в Калифорнии, в Соединенных Штатах Америки, в английское право. То есть английское патентное право. То есть это и есть указание, какая юриспруденция в мире является прямым наследником Римской империи, которая является главной юриспруденцией, которая разрешает, позволяет, либо указывает другим юриспруденциям, кем, кто, как быть, и кто имеет право унаследовать, и где и как судиться так, чтобы любое нарушение наших договорных отношений, неважно там патент, авторское право, компьютерный код, либо другая там идея, индустрия, неважно что, все английское, не американское, а британское право. И даже он давал в примерах, что почему многие российские айтишники, либо такие более головастые предприниматели, в хорошем смысле слова головастые, в смысле умные ребята, регистрируют свой бизнес и вообще-то все свои дела на Кипре. Не из-за офшора, не из-за меньше налогов, там налогов на самом деле не меньше, а из-за того, что на Кипре работает британское и английское право. И тогда их собственность, их разработки, все то, что они сделают, защищено. Неважно, они будут делать это на Камчатке, в Сахалине, либо в Новой Зеландии. Там это защищено. Именно поэтому они туда идут. То есть здесь сразу дается ответ на вопрос, какое право является правом, почему вот эти русские коррупционеры, чинуши, олигархи, политики, у всех у них собственность в какие-то приятные, теплые, красивые места. Если там есть, то это в качестве добавочного. А все они прутся в Лондон. Нам постоянно говорят, что Соединенные Штаты Америки это страшный, главный, основной враг России. А в Великобритании, ну, highly likely, ну да, Скрипали, ну да, там эта Тереза Мэй, видите ли, вот такая. Ну вот, видите ли, прическа у этого Бориса Джонсона вот такая смешная, он такой несерьезный. И всякие такие глупости. А вот об основном, почему 200 с чем-то тысяч российских коррупционеров, миллионеров и миллиардеров имеют миллионную, по стоимости больше миллиона паундов, недвижимость в одном только Лондоне, в Великобритании, а в других британских юрисдикциях это уже другое дело, очевидно указывает на концентрацию, кто владеет этими процессами в России и кому принадлежит действительно Россия. Буквально, в физическом, в командирском смысле этого слова, в командно-управляемом смысле этого слова. Да, нам показывают Америку, потому что Америка это дубинка. Но эта дубинка находится в руке, а мозг, который принимает решения, это в Лондоне. Причем не в Виндзоре, именно в лондонском Сити. Но это другой долгий разговор.
наверное, разговор с большим продолжением на уровне сериала. Но в этом плане, знаете, я могу вам порекомендовать посмотреть, послушать. Есть такой ролик, откуда взялась британская элита Михаила Делягина. В канале День ТВ, тогда с ним разговаривал Андрей Фефелов. Это было пару лет назад, по-моему, августовский номер. Но это аутопсионный срез вскрытия и аналитика исторической логики процессов, как формировалась именно эта британская элита, которая не просто британская в династическом смысле этого слова, которая правит Британией, а которая формировалась именно на, можно сказать так, на банкстерском уровне, на мировом банкстерском уровне. Это большой жирный фрагмент, это не есть вся история. Вся эта история – это история с большим продолжением и с большими разветвлениями. Но вот этого ролика, на мой взгляд, обязательно стоит посмотреть. Пламен, буквально блиц-вопрос, блиц-ответ. Вы сказали, что вы с Дудем стоите по разные стороны баррикад. Каково ваше отношение к Дудю? Ведь он действительно показывает ту Россию, которую скрывают по общественным СМИ, по общественному телевидению, об этом не говорят. Дудь поднимает эти вопросы. Каково ваше отношение к Дудю? У меня личное отношение к нему нет, потому что лично с ним я не знаком. Единственное, что я видел, это несколько роликов его разговоров с интересными людьми. Это профессионал очень высокого уровня. На него работают профессионалы тоже очень высокого уровня. Чисто с технической точки зрения я вижу отличное операторское мастерство. Я вижу, Сергей, по-моему, его зовут. Я вижу отличное монтажное мастерство. Я вижу отличное оформление и вообще-то заряжение вот этих роликов. И я вижу отличное преподношение, используя грамотно, очень грамотно и очень умно всеми инструментами YouTube для получения максимальной монетизации. То есть это бизнесмен, несмотря своего молодого возраста, далеко выше среднего уровня. Я не буду говорить какие-то громкие слова, дабы его так... Но с идеологической точки зрения, с точки зрения того, какой он видит Россию, как он себе объясняет эти процессы в России, и где главная проблема в России, к сожалению, или просто спокойно можно к этому относиться, мы находимся с разных сторон баррикад. Он либерал, он голосует за Яблоко, ему нравится именно та когорта, которая исповедает либеральную идеологию. Он западенец, причем не просто западенец, но он физическое, эмоциональное и психическое удовольствие получает от того, как там это успешно, как там это круто, как там это шикарно. И как в России плохо, какой фильм он снял по поводу Колымы, причем это опять же, там все билось на эмоциях, там не смотрелась логика процесса, там не рассматривались цифры, там не рассматривались достоверности, там рассматривалось вот какое мрачное, страшное, ужасное время было в этом ужасном, кошмарном Советском Союзе. Причем для человека, которому 30 с небольших лет, я не знаю сколько ему, ну, там в разных роликах он говорит, мне 31, 32, 34, ну там в разное время он их снимал. Очевидно, во времена, когда Советский Союз уже уходил путем внутреннего предательства командой около Горбачева, не только одним Горбачевым, то есть вторая половина 80-х годов, он, очевидно, естественно, это не его вина, был в несознательном возрасте, соответственно, он не мог понимать и видеть эти процессы логически так, чтобы потом иметь возможность сравнивать яблоко с яблокой. То есть до и после 90-го года, если ему было бы 45 или даже лучше за 50, я не имею в виду специально свой возраст, я просто имею в виду, что когда уходил вот этот строй, мне было 25. За эти 25 лет я успел не просто отучиться в среднем образовании, не просто в армию отслужить, не просто высшее образование получить, но я успел и поработать, причем на несколько вариантов работы. То есть я видел все изъяны, все хорошие, все плохие вещи этой системы. И меня невозможно обмануть насчет плохого, что было больше, чем действительно было, и меня невозможно обмануть насчет хорошего, что его не было. Я просто прекрасно понимаю логику и тех, и других процессов, потому что после 90-го года я видел своими глазами, я был физическим наблюдателем, участником этих процессов, как это происходило, смещение из социальной ответственности, из человекоориентированной системой, да, с изъянами, да, с шероховатостями, да, с местными особенностями, да, с многими вещами, которые можно было шлифовать, усовершенствовать, надстраивать и так далее. Все это я видел, все изъяны я видел. Но для Юрия Дудь это Мордор, это мрачный черный период.
и тогда становится, наверное, для поколения Юрия Дудя и ему подобное, это не его личная вина, еще раз. Он родился во время, когда эта пропаганда уже начала рисовать только такие краски по поводу вот этого времени, и было невозможно крупинками восстанавливать ту правду, которая в школах больше не появлялась. А те люди, которые говорили о своих воспоминаниях, им все говорили: о, это у тебя ностальгия по поводу твоей молодости, тогда все тебе было красиво, или это то время, когда вот тебе было хорошо, потому что ты был членом Компартии. Я не был членом Компартии. Я не был никаким партийцем. Я, честно говоря, в это время, можно даже меня определить небольшой фронт и небольшим диссидентом, потому что вся эта там бюрократичность, вся эта там комсомольщина, вся эта там партийность меня раздражала. Ну, это было как-то не по-честному, это был уже какой-то перебор. Я не был сторонник вот этой конструкции, вот этого типа отношений. Но по сравнению с тем, что потом сделали со всем нашим миром, Восточной Европой, Советского Союза, это не просто земля и небо, это, как сказать, это сравнивать настоящую кровавую страшную войну с разгромом с пионерской, скажем так, драки кулаками с ободранными коленками. Это несравнимо. Но Юрий Дудь не может увидеть вот это. Он, может быть, и не хочет это увидеть, потому что чисто идеологически, может быть, и в силу возраста, он заряжен именно в эту сторону. Поэтому у меня личное отношение к нему, еще раз, нету какой-то личной неприязни или ненависти, либо что-то плохое. Я понимаю логику, почему он такой. И я категорически не разделяю вот то, что сделал, потому что я вижу и знаю, как было до этого. Я понимаю, что некому ему объяснить и показать и доказать, а может быть уже он в возрасте, когда и не захочет слушать. Это объективно так сложилось. Ну, примерно вот так я отношусь. Спасибо. Пламен, следующий вопрос от Лейлы Мамедовой. На самом деле на данную тему очень много вопросов. Это касается Карабаха, потому что Карабах это действительно касается и России. В последнее время уже коснулось и Турции. Очень много действительно было предположений, и никто не мог понять, какой интерес для Азербайджана, который 30 лет ждал этого момента, когда он уже фактически окружил армянские вооруженные формирования на территории Карабаха, которые, как признает ООН и Россия, что земли Азербайджана, вдруг остановиться и согласиться на ввод российских войск. И она прислала видео, я думаю, по звуку все поймут, какой это российский политик, и четко и ясно дает объяснение, в чьих интересах вдруг возобновилась эта война, которая на протяжении 30 лет тлела, и вдруг почему в самый такой момент, когда очевидно было, что до разгрома и до полного деоккупации азербайджанских земель, почему вдруг президент Азербайджана согласился на ввод, так сказать, миротворческих российских войск. Давайте послушаем буквально 2 минуты. Они пришли. И не надо говорить на 5 лет. Навсегда русская армия пришла туда. И больше никогда с Южного Кавказа не уйдет. Пусть думают 5 лет, продление это продление на все оставшееся время. И дальше должно идти расширение зоны действия. Вся Армения, весь Азербайджан взять под контроль границу с Ираном, с Турцией и оттуда выдавить все иностранные государства. Эрдоган что скажет? Плевать нам на это, что он скажет. Он с чужого государства. А это зона интересов России. От Еревана до Душанбе. Никто не может прийти туда. Все должны быть уничтожены. Это зона интересов Российской империи, Советского Союза. Это наши южные границы. Но мы их такие... осваивали. Мы положили 200 тысяч солдат. Пусть Эрдоган своих солдат положит где-то 200 тысяч за 200 лет. Поэтому ему там не место. Его вообще скоро снесут. Мы его спасли в 16 году зря. Но мы думали, что он будет с нами сотрудничать. В чем-то он сотрудничал. Но потом, как говорится, как волка не корми, он все в лес смотрит. А его лес Азербайджан, Каспий, какие-то другие. Лес не против. Если вы считаете лесом Азербайджан, то Алиев всячески приветствует эту поддержку. Да и боится. Сегодня уже Он боится. выражал благодарность Эрдогану, как бы забыв, что есть Путин. Трижды за день в конечном итоге встретился с армией, там слово Путин произнесено не было вообще. А Эрдоган у нас брат. Это его ошибка. Может 1000 раз кому-то говорить, кто там братья, сестры, папа, мама. Я говорю еще раз, это государство. И мы не будем здесь больше идти на послабление. Вот эта провокация, сбитый вертолет, пытались остановить ввод наших войск. Думаю, сейчас мы разозлимся, начнем
какие-то конфронтации с Азербайджаном. Наказать Азербайджан. Не просто уголовное дело, а вот часть Карабаха забрать. Вот сбили 2 летчика. За каждого сбитого, убитого солдата будем забирать территории. Вот такое вот выступление Жириновского. Скажите, пожалуйста, ваше мнение. Ну, это очень классное, такое эмоционально заряженное политическое шоу, которое по-английски можно определить wishful thinking, это означает пожелательное мышление. У нас в Болгарии есть такая пословица: голодные курицы просто снится. То есть то, что хочется Владимиру Вольфовичу Жириновскому, как ему это видится, мерещится, это его чисто личное дело. Но не он принимает эти решения, не ему решать, не у него в руках кнопки, рычаги, подписи, печати, власти и решения куда и как. И то, что эти меньше 2000 российских бойцов там пришли, насколько это надолго, я уже сегодня говорил на эту тему. На мой взгляд, они будут там ровно настолько, насколько это нужно Турции, а не России, не Армении, не Азербайджану. Насколько это будет нужно Турции. Почему нужно Турции? Потому что это перемирие, это как Минск-1 и Минск-2. То есть это документы, которые вроде бы они останавливают огонь, вроде бы останавливаются боевые действия, но в которых расписана сдача этих территорий. А в конкретном случае расписано, во-первых, статус-кво, то есть то, что силой оружия было отвоевано до Шуши, до 2-3 километров от Степанакерта, то бишь от Ханкейди, как называется по-азербайджански, это уже закреплено. И, во-вторых, Армения должна предоставить транспортный коридор через свою территорию между Нахичеванем и Азербайджаном. В переводе это означает, что Армения, во-первых, теряет свою границу с Ираном, потому что эта дорога это как раз именно та, которая окаймляет армяно-иранскую границу с обоих сторон. С другой стороны это иранская дорога, но это на территории Ирана. А с армянской стороны это плохая, еще с советских времен, неподдержанная, узенькая, горная, сложная дорога, дорогу, которую Турция может отстроить как нужно. Почему Турция, почему не Азербайджан? Потому что Турция уже в Нахичеване, там пружина уже такая накачанная, и эта пружина турецких военных, они рвутся через этот транспортный коридор добраться до Азербайджана, потому что еще в самом начале этого, некоторые называют это конфликтом, другие называют это войной, третьи называют это тактической. Неважно, как это называется, по гражданским, по эмоциональным, либо строго по военным классификациям, это уже не важно. Важно то, что приехал турецкий генерал, сместил азербайджанского министра войны, обороны и всего остального, и сказал: это я сейчас буду управлять этой операцией, ты будешь улыбаться, соглашаться, ты с радостью и с честью мне передашь вот это, и несмотря какие у тебя золотые там погоны, эполеты и большие золотые звезды здесь там на этих погонах, это я сейчас буду управлять, я, турок, буду управлять этой операцией. И турки управляли этой операцией, которую мы называем Азербайджан вернул себе свои земли, только Турция этим занималась, Турция в этом участвовала, Турция в этом лупила своими байрактарами в том числе. И, на мой взгляд, скорее всего, именно Турция сбила российского вертолета, там, где она его сбила, потому что это на границе Армении с Азербайджаном, с Нахичеванем. А поскольку в Нахичеване нет транспортного коридора с Азербайджаном, там давным-давно азербайджанцев физически и фактически не осталось, но там есть турки и турецкая армия. И это максимально отдаленная от зоны конфликта точка, еще раз, на территории Армении, где было сбито чем? Было сбито ПЗРК. Я офицер-резервист, я командир зенитной батареи, как раз ПЗРК это моя материальная часть. Стрела 2М это 2,5 километра высоты до 4 километров, скажем так, по диагонали, если так расстояние смотреть. То есть, даже если это не стрела 2М, а ОСА, либо там какой-то западный аналог, но как-никак ПЗРК может сбить что-то на уровне до 4-5 километров. Только зона военных конфликтов, то есть зона Арцаха, Карабаха, где воюют, это в 50-60 километров. Такого ПЗРК оттуда прилететь там не может. Там турецкие войска, там турецкая ПЗРК. И турки сбили вот этого российского вертолета,
А дальше, чтобы не сказать прямо, что Турция это сбила, потому что это уже становится навыком, и там одни помидоры опять будут лететь туда-сюда, либо яйца, либо что-нибудь там другое, либо туристы будут туда-сюда вообще-то санкционироваться. Пусть скажем, что Азербайджан, потому что Азербайджан, ну типа вроде бы как будто Азербайджан там воюет, у него есть там оправдание, объяснение, по крайней мере для ширпотребы для общественности, вот так. И Азербайджан выплатит какую-то компенсацию. Все. То есть чисто технически, логически и логистически это невозможно сделать так, как нам это представляют. Это тоже вранье. Кто как сбил российский вертолет, почему там его сбили. Поэтому я рассматриваю то, что сейчас происходит там именно в духе очередная громкая тяжелая потеря России. Я знаю, что мое мнение сильно различается от вашего восприятия, что там типа как будто победа России. Что за победа, мы в прошлой передаче уже обсуждали. И вряд ли можем что-то новое добавить. И причем это потеря России, на мой взгляд, это длинная непрерывная цепочка других серьезных тяжелых потерь. А именно Киргизстан, Беларусь, Армения с Азербайджаном, а сейчас после 15 числа в Молдавии выиграла, скажем так, местный молдавский аналог Юлии Владимировны Тимошенко, то бишь Майя Санду. Человек выходит из Мирового банка, человек отучившийся в Гарварде, человек не просто западенец, но западенец такой заряженный западенец. И, соответственно, в ближайшие недели или максимум месяцы ждем не просто проблемы с Приднестровьем, а ждем продолжения того же самого. И там будет опять такой тлеющий конфликт. Это Молдавия норовится воссоединиться с Приднестровьем. И как они воссоединятся с Приднестровьем с обоих сторон Днестра, ну, в рамках нескольких месяцев, наверное, будет и воссоединение с Румынией. Там уже другой такой исторический, иронический момент, как это Молдавия, которая на 500 лет старше Румынии. А Румыния это государство, которое появилось под конец 19 века. Как это так? Старшее государство по времени, которое дало государственности и государственников и вообще-то все остальное вот этому, который там появился в 19 веке, просто которому сильно повезло, что по итогам Второй мировой войны, поскольку Венгрия была проигравшей стороной, которая дралась до последнего на стороне Гитлера, ее наказали отъемом 70% венгерских этнических земель, а именно Трансильвании. И таким образом та бывшая Румыния вдруг набухла и стала той большой Румынией, которая стала появляться на географических и политических картах мира во второй половине 20 века. А на самом деле там венгры живут. Но как это Румыния будет воссоединяться с Молдовой, когда, ну, это не знаю, чем это приличить. Наверное, это Бразилия воссоединяется с Португалией. Ну, там Атлантический океан между ними. Ну, да, это проблема. Молдова это первое государство. Там государственность, там царственность, там династичность, там все. 500 лет до того, как эта Румыния там появилась. Ну нет, сейчас мы там, видите, мы хотим к Румынии. Какой Румынии? К какому Евросоюзу? Это вопрос, который мы уже обсуждали по поводу Беларуси. Спокойно можем повторить то же самое по поводу Молдовы. В Евросоюзе их никто не ждет. Там тоже на эти выборы были достаточно большие жирные клапаны для подтасовки выборов, а как мы видим, поскольку она является человеком, управляемым демократической партией США, которые вообще не гнушаются всеми этими, скажем так, нарушениями на выборах у себя в США, я уверен, что там они играли, ну, в рамках всего возможного, нечестно против Игоря Николаевича Додона. Но факт фактом, результат игры уже отмечен на световом табле, и там написано 2-0 в пользу Майя Санду. Так что мы можем это анализировать и обсуждать, но изменить вот этот счет не можем. И, как я сказал, я вижу вот вереницу вот этих событий, выполнением, наполнением кровью, плотью, костями и всеми остальными анатомическими органеллами, наполнение и выполнение плана Интермариум, который уже называется план Триморье. Если вы посмотрите на карты плана Интермариум, и потом посмотрите на карты проекта Межморье, то бишь, вернее, Триморье, с 2016 года он называется Триморье, вы увидите, что все эти страны и прилежащее на них население должно быть хворостом в будущей войне против Большой России. Будет ли называться эта Большая Россия Российской Федерации отдельно, Беларусь отдельно, Украина отдельно, это их не касается. Для них все это вредная дичь, население которого нужно сократить и которое должно освободить
большую часть этих территорий, либо нанести такой серьезный урон, чтобы они, во-первых, никогда не воссоединились, и, во-вторых, они так сильно ослабли, так сильно возненавидели друг друга, что было легко и беспроблемно управлять процессами сепаратизма и, скажем так, внутрибратской ненависти на века. Причем это не метафизическая идея, это я вижу, как у нас происходит на Балканах. У нас после освобождения Болгарии от османского ига устроили в 1885 году, как раз в ноябре, Сербия на нас напала не потому, что Сербия хотела с нами воевать, а потому что австро-венгерский император тогда он решил, что вот эта Болгария стала слишком сильная, она там воссоединила северную и южную Болгарию, княжество Болгарии с Восточной Румелией, и такое сильное государство, тем более, скажем так, дружественно относящееся к России, австро-венгерскому императору не понравилось, а тогдашняя сербская верхушка, она была под контролем именно этому же австро-венгерскому императору. И сербы напали на Болгарию. Естественно, мы повоевали, мы тогда их побили, отодвинули, даже пошли на Белград. И когда наша армия пошла на Белград, на дороге нас встретил посол австро-венгерского императора и сказал: Болгария, вы молодцы, сейчас, пожалуйста, защитив славу, честь вашего оружия, там воссоединение вашего государства, все хорошо, все прекрасно, только вы возвращаетесь на место дислокации, в противном случае, если будете продолжать в сторону Белграда, вы увидите уже не сербскую армию, ту, которую вы неду разгромили, которая сейчас бегает от вас, а вы увидите уже армию его императорского величества, австро-венгерского императора. То есть они честно, ясно сказали, кто за этим стоит. В 90-е годы устроили резню в Югославии, опять брат против брата, во время Второй мировой войны. В одном только лагере Ясиновац, который на Саве, вырезано в ручном режиме, именно вручную, 800 тысяч сербов православных, причем кто их резал? Хорватские усташи. А что такое хорватские усташи? Это сербские бандеровцы. То есть Словения и Хорватия – это сербы католического вероисповедания. Босния и Герцеговина – это сербы мусульманского вероисповедания. Православная Сербия, мы знаем, что это такое. То есть сербский народ, разделенный вот этими тремя религиями, это разделение по религиозному признаку было использовано и накачано таким образом, что те люди, которые жили до этого нормально, совместно, женились друг с другом, то есть этой религии не было такой проблемы, но сделали из нее проблемой. И вот эти хорватские усташи вырезали в этом лагере, вы можете проверить на любые там источники, по разным данным от 800 тысяч до 1 миллион 100 тысяч православных сербов, цыган, евреев и там что-то там еще. То есть, когда я говорю, что их вырезали, их не расстреливали, и их не били кувалдой. Для этой цели был разработан специальный нож, его называли сербусек, то есть для резни сербов. Это большая, толстая, твердая кожаная перчатка, в нижней части которой вмонтирован лезвие, которое закреплено на этой дубовой перчатке, причем такое изогнутое, для того, чтобы одним движением руки просто перерезать горло с минимальным напряжением и усилием, потому что нужно делать это несколько сот раз в день. Пламен, Сава, река вот Сава. Эта информация в Википедии или в других источниках, это все есть? Есть, конечно. Да. Есть и на английском, и на русском, и на болгарском, и на сербском. На все языки можете найти спокойно. Лагерь Ясиновац на Саве можете найти. И там все эти цифры, все эти описания. Сербия и сербы – это тот народ, который на Европейском фронте военных действий Второй мировой войны в процентном соотношении потерял больше населения, тем более мужского населения, чем все остальные, чем любой из других народов. Я понимаю, что советский народ, потерявший 27 миллионов, это 10% всего населения тогдашнего Советского Союза, ну, они считали героически, что это самая большая потеря. Она самая большая по количеству. Ну, по процентам соотношения, соотносительно к 5 миллионному сербскому народу, вырезать 800 только в одном этом лагере. Это не считая партизанские войны, это не считая другие репрессии, это не считая другие лагеря. От 800 тысяч до 1 100 000 населения вырезано только там. Вручную еще раз. То есть это братская ненависть, которая потом иди объясняй хорвату, словенцу или сербу: слушайте, ну мы один народ. Ну мы действительно единый народ. То, что между нами реки крови, которые мы взаимно из-за своей глупости, тупости, безответственности и непонятливости проливали друг с другом по внешней указке, скажем так, по внешним нашептываниям, это наша глупость, это наша ответственность, это наша вина. Ну не. Для хорватов и для словаков это
Это сербы, это православные, это недолюди. А для сербов это не просто враги, это враги, которые хотят нас убить, уничтожить. Причем под корень, если можно. И действительно, 90-е годы примерно тем они и занимались. Пламен, вопрос на тему от Марины из СССР. Уважаемый Пламен, я с вами согласна, но не совсем. Возьмемте Молдавию. Раньше из Молдавии в Москве было очень много специалистов, и которые занимались ремонтами, уборками и так далее. На сегодняшний день их здесь практически не осталось. Мы знаем, что рыбе хорошо там, где глубоко, а людям там, где хорошо. Это лишний раз доказывает тот факт, что молдаванам лучше в Евросоюзе. Как вы считаете, не имеют ли они права жить там и интегрироваться туда, куда они хотят? Если кто-то их спрашивал, куда они хотят. Если человек задается вопросом, а почему произошло примерно подобное смещение того, о чем спрашивает наша зрительница. Потому что до 2014 года молдаван, которые зарабатывали на территории Украины и России, было полно. Почему? Потому что до 2014 года и уровень жизни был другой, и уровень дохода был другой, и курс рубла-доллар был, естественно, другой. Именно про тот триллионный дождь, о котором мы и говорили. После того, как все это свернулось, соответственно, возможность наличия заработка, естественно, уменьшилась. Почему на самом деле молдаване идут куда-то как-то работать, не в Молдове? Потому что там прокатилась та же самая капиталистическая, колониальная деиндустриализация, которая уничтожила до 90% индустрии страны. И если у тебя страна деиндустриализированная, то есть тебе негде работать, ты с этими квалификациями, умениями, знаниями, неважно, строительными, там, инженерными, там, садоводческими, химическими, программистскими, неважно какими, компьютерные инженеры, ты можешь идти только там, где ты можешь применять эти знания, потому что у тебя дома вообще в этом Кишиневе, в этом там Дубасаре, там, неважно где и как, или Тирасполе, это я уже Приднестровье говорю, тебе некуда деваться, тебе негде работать, одни виноградники, причем если кто-то тебе купит вот это вино, а это вино, это как Газпром и газ для Европы. Постоянно идут там перепалки. Мы сейчас вам санкции. Если вы туда, мы ваше вино на наши прилавки не пустим. И всякие такие шантажи. То есть люди идут не туда, куда их ценность какая-то там, видите ли, тянет. Какая-то мораль, какая-то светочка, какая-то хорошая жизнь. Они идут туда, как электричество, куда они могут. Электричество двигается по линии малейшего сопротивления. Соответственно, и люди идут работать там, где есть работа. И если работа в России сократилась, или доходы в России сократились, то есть возможность нанимать молдаван и строительный бизнес, строительный бум закончился, куда они денутся? Они денутся там, где они могут деться, если есть вообще-то куда деваться. Но если они, сейчас у них некоторая часть населения, неизвестно какая, может быть около 200 с чем-то тысяч, я такие подсчеты читал, работает, ну не то что в Западной Европе, а скажем так, в Румынии и дальше Румынии. В Румынии понятно почему, там языковой барьер почти нет, а в остальной части Евросоюза, если получится, как получится и насколько получится, они работают там просто потому, что есть сохранение рабочих мест. Но с 2021 года, то есть буквально через пару месяцев, начинается процедура по прекращению субсидий в Евросоюзе. Это означает субсидии на сельское хозяйство, это означает субсидии на легкую промышленность, это означает любые субсидии, причем не только для Восточной Европы, но и для Западной Европы. То есть там будут им не просто не рады, а там будет нечего делать даже западноевропейцам. У них тоже наступит безработица. То есть это не вопрос ценности, это вопрос формы, возможностей, способы выживания. Никакой ценности здесь не пахнет. Никакому молдаванину, человеку православному, с традиционным укладом жизни, с патриархальной семьей, с уважением к старшим, скажем так, семейно ориентированному, не нравится то, что он видит и в Германии, там, и в Франции, и во всех этих, тем более там уже сейчас полно вот этими черно-коричневыми сирийскими мигрантами из 20 с чем-то Сирии. В достаточно большом количестве, готовые разговаривать с вами путем поножовщины и так далее и тому подобное. Им это не нравится. Просто у них дома ничего не осталось, где работать и зарабатывать. Это не вопрос ценностей, это вопрос выживания. Следующий вопрос от Абдул-Хамида Благородного. Салам алейкум, Пламен Пасков. С большим удовольствием смотрю ваше видео, уважаю вас.
Единственный вопрос, скажите, пожалуйста, вы сами сказали, что в ближайшее время ожидается, что в Молдавии, непосредственно в Приднестровье, может начаться какой-то конфликт. Не кажется ли вам, что есть некая связь между Приднестровьем, между Крымом, Донбассом, между Карабахом, между Осетией? То есть эти точки созданы искусственно для того, чтобы оказывать определенное давление на те или иные страны, которые готовы в любой момент отвернуться от Российской Федерации, и Россия сможет, Кремль, я всегда разделяю Кремль и Россию, Кремль в любой момент сможет потянуть за эту веревочку в собственных интересах. Более того, вы говорите, что вертолет был сбит со стороны Турции. Скажите, пожалуйста, какой интерес или Турции, или Азербайджана был сбивать российский самолет? Ведь очевидно, что еще буквально неделю и Азербайджан полностью бы деоккупировал собственные земли. Тем самым Россия бы потеряла Армению, которая сказала бы: вы нас предали, у нас больше нет интересов в Карабахе, мы отворачиваемся, уходим на запад. Тем самым Азербайджан бы сказал: наши земли возвращены, Турция нас поддержала, это для нас братская страна, мы тоже будем двигаться в этом направлении. То есть тем самым Россия бы потеряла в одну ночь и Армению, и Азербайджан. Не кажется ли вам, что сбитый вертолет – это в интересах лишь одной страны? Назовите какой. Спасибо. Ну, если отвечать на первую часть вопроса, нет, не кажется, я в этом абсолютно уверен, и наш зритель очень правильно разложил вот эту вот цепочку горячих акупунктурных точек, которые не просто созданы, но и специально поддерживаются именно в таком состоянии, чтобы в нужный на тот момент разжечь их до выполнения тех главных целей, которые поставлены и ради которых они создавались. Я, честно говоря, удивлюсь, если скоро не будет большая проблема там, я имею в виду в районе Приднестровья. И единственная причина, почему не может быть проблема в районе Приднестровья, это если они прикажут гаранту Конституции своими способами и методами, политическими, дипломатическими, консультантскими, неважно какими путями, убрать вот этот российский контингент оттуда, так же, как в свое время приказывали России убрать свою базу в Камране в Вьетнаме, а также как приказывали другим местам убрать или сократить свое военное присутствие там или так. Потому что Приднестровье, если человек вообще-то ориентируется в этой географии, место такое, где оно существовать не может подпитываться Россией, если на то не будет определенное, ну, хоть негласное, но зато эффективное логистическое добро. Как к Приднестровью может попасть любой гуманитарный или военный или другой груз? Ну, очевидно, через Украину. Но Украина это та, которая воюет с оккупатором ради Донбасса, ради Крыма. Это вообще мы оккупантов не пустим, мы русский язык запретим, мы их, где бы их не видели, мы на границу не пустим. А как тогда это Приднестровье существует? Ровно так и никак по-другому. То есть то, что мы говорим, то, что мы делаем в некоторых очагах, и то, что мы пропускаем в других наших местах, это достаточно разные вещи, которые иначе быть не могут. Кроме того, единственное, если не сказать, ну, если не единственное, то может быть основная форма экономического существования Приднестровья, это то, что они получают в качестве бонуса, не то что бонуса, жизнеобеспечивающий ресурс, бесплатный, именно бесплатный российский газ. Этот российский газ они перерабатывают в электроэнергию, которую они продают Кишиневу, то бишь Молдове, и за счет этих вырученных денег они более-менее закрепляют и существует свой, назовем это так, государственный бюджет. То есть это экономическая схема, которая, во-первых, не может существовать, если Украина, вернее, те, которые решают за Украину, потому что это далеко не Крещатик, это далеко не улица Банковая, это далеко не президент Зеленский, это далеко не президент Порошенко до него и вообще все остальные там, Турчинов, который был президента некоторое время. Это не им решать все эти вопросы. Все сделано именно так, чтобы это существовало, скажем так, на полусоединитель, на педаль нажата, но не до конца. Ни педаль тормоза, ни педаль газа не нажаты до конца. Ни одна из этих педалей. То есть там сочится, там немножко... Это человек, которого
взяли за горло, но не так сильно прижали, чтобы он вообще не смог больше дышать и умер. Но прижимал так болезненно, чтобы он в панику впадал и с затруднением дышал. Ну, примерно вот так. То есть это управляемые конфликты, и конфликтами управляет не Россия. А насчет вопроса, кому выгодно сбить этого вертолета, вы удивитесь, но у меня есть мнение, которое я не продаю, то есть неважно кому, как оно понравится. На мой взгляд, это сбила Турция. И это был щелчок по носу со стороны Эрдогана в сторону Владимира Владимировича Путина, что, слушай, это я уже здесь хозяин, если ты что-то не понял. Кстати, это буквально сопровождалось, знаете, пару месяцев назад, когда в Сирии сирийцы, ну, естественно, с помощью местных там русских спецслужб, сбили там какие-то турецкие ребята, и там пару десятков турецких военнослужащих погибло, и Турция тогда очень сильно взбудоражилась, и риторика, причем с официальных политических лиц, это был то ли министр внутренних дел, то ли министр иностранных дел Турции, не сам Эрдоган, но министр это говорил. Мы воевали 16 раз с Россией, готовы повоевать еще, и они будут оплакивать свои сыновья, получая их в гробах. Это политическое лицо турецкое это говорило. То есть факт то, что там сбили вертолет, кстати, вопрос был по поводу самолета, не самолет, вертолет там сбили, Ми-24. Я еще раз говорю, сбит ПЗРК, ПЗРК имеет определенные радиусы возможностей военных действий. Естественно, это не сбито Арменией. Армения это сбить не может, потому что после любого сбития, любого воздушного судна, а он упал на территории Армении, там всегда остаются осколки, остатки вот этого ПЗРК, и по всем этим номерам, всем деталям вот этого ПЗРК, которые всегда часть из них остается, скажем так, не затронутым, можно посчитать, где, кто, когда это произвел, кто, когда и как это продал, как это попало и на чье вооружение было вот это ПЗРК. Это не есть пуля из льдинки, которая растворяется и которой больше нет. И невозможно понять. ПЗРК это ПЗРК. Это не ядра пушечные, на которые нет никаких знаков обозначения. Там все обозначено. Все детали обозначены. И невозможно сделать так, чтобы, сбив самолета, вертолета, все детали так испарили, что невозможно понять откуда. То есть армяне не могут это сделать, потому что все будет на виду. У них и мотива нет, и ничего нет, и не могут это сделать. Им не за что это делать. А те, которые имели возможности, которые хотели дать сигнал, ну, слушайте, очень просто. Сбили вертолет, 5 часов спустя, Путин их собирает и говорит, вот подписали, вот перемирие, вот все. 5 часов спустя, этого же дня. Не до этого и не 10 дней после этого. Тот же самый день. На мой взгляд, это такая неприятная, болезненная, не дипломатическая, зато эффективная напоминаловка. Ты там пооперативнее, иначе это будет только начало. Так перемирие это в принципе оно было невыгодным Азербайджану, да и с Турцией, собственно говоря. Не переживайте за Турцию и за Азербайджан, у них выгода более... За Азербайджана может быть да. А то, что это выгодно Турции, во-первых, это на 5 лет. Во-вторых, еще раз, транспортный коридор от Нахичевани до Азербайджана, это означает транспортный коридор для Турции. К Каспию. Турция это построит. Хоть тоннелю, хоть на землю, хоть мостом, хоть железной дорогой. Они это сделают. И дальше Армения остается отрезана уже и от Ирана, и дальше уже по списку. Как с частью того, что вы изложили, что Армения уже не может рассчитывать на Россию, к сожалению, я согласен, потому что вот эти российские миротворцы в количестве меньше 2000 человек, это те, которые будут виноваты всем за все. Там, потому что количество там недостаточное, чтобы развести стороны и так, чтобы больше драки не было. То, что они должны охранять, то бишь Лачинский коридор, это такое ущелье, это не есть Сирия, где там все как на виду, там ровное место, где можно, грубо говоря, расставить посты, наблюдать с воздуха, с дронов и, короче, обеспечить действительный контроль за этими коридорами. Это ущелье. Там любая РДГ, разведывательно-диверсионная группа, обычным стрелковым оружием, либо даже простым драгуновым, может простреливать до 800 метров так, и ту, и другую, и третью, и четвертую сторону, чтобы никто не понял, как это происходит, и эти провокации будут. Но кто будет в ответе?
В ответе, очевидно, будут именно эти миротворцы, совместно с так называемыми азербайджанскими, которые абсолютно физически и никоим другим образом не отличимы от турецких. И еще раз напоминаю, азербайджанский министр обороны для этой операции был устранен турецким командующим. Не скажу главнокомандующим, а командующим. Дальше, что за азербайджанские там будут и что за турецкие там не будут, на мой взгляд, вопрос более чем очевиден. Пламен, следующий вопрос от Натальи Николаевны. Здравствуйте, уважаемый Пламен, с удовольствием смотрю ваше видео. Скажите, пожалуйста, я слушаю с болью в душе все новости о происходящем в Белоруссии. Душа кровью обливается. Когда закончится этот произвол, эти протесты и что ждет Беларусь? Ну, протесты на самом деле выдыхаются. То есть там количество тех, которые протестуют, уменьшается. Но там деньги не кончаются, они кончаются просто потому, что еще не вечер, кто будет поднимать свои ковбойские ноги на столе в овальном кабинете. Судный день, день влохов, будет 14 декабря, а после 14 декабря ущемленная сторона, какая бы она ни была, вступит в другие формы действия и воздействия с другой, вроде бы выигравшей стороной, а ресурсы и у той, и у другой есть немалые. И на самом деле главный день, когда будет понятно, кому распоряжаться и финансовыми потоками, и куда и как слать деньги, и на какие внешние политические операции, будет после 20 января, когда будет формализация, инаугурация, вступление в должности, если такая инаугурация вообще будет. Потому что, честно говоря, у меня большие сомнения, будет ли официальное вступление в должности какого-то нового, либо даже старого президента. Есть многие десятки процентов вероятности, что звезды на то так сложатся, что может и не будет. Ну, допустим, что будет, если этот новый и старый президент будет Дональд Джей Трамп, ему придется в рамках нескольких месяцев собирать команду, которая должна сначала решить внутренний контур власти, то бишь внутрирегиональный, то есть обороняться, отбиваться и восстанавливать власть в Америке. За это время у него рука не дотянется ни до Беларуси, ни до Болгарии, ни до Украины, ни до России. То есть там будут продолжать хозяйничать именно эти ребята, правда, с меньшей интенсивностью, с меньшей активностью. Потому что не будет деньги, это люди-профессионалы, они сидят тихо. Пришел очередной грант, неважно каким образом, вот они выходят и с нездоровым блеском в глазах начинают рецитировать то, что им сказали, держа в руках, естественно, надписи только на английском языке, неважно, находясь в Грузии, в Минске, в Молдове, там, в Украине, в Софии, на английском, потому что отчет-то перед этими, не перед другими. И в зависимости от этих сценариев мы увидим, как это будет. Я не могу сказать, что будет в Беларуси, потому что все это зависит от слишком много факторов, которые сейчас, на мой взгляд, не поддаются математическому подсчету. Пламен, еще вот вопрос буквально, это действительно касается не только Соединенных Штатов Америки, но и всего мира. Это, к сожалению, последний. Да. Это, к сожалению, последний. Что ждет Россию, если президентом Америки станет Джо Байден, который открыто заявляет, что мировую угрозу представляет из себя Россия? С одной стороны, это будет больнее, страшнее и быстрее. А с другой стороны, еще раз, это будет быстрее, то бишь мировая глобальная развязка наступит быстрее, чем в варианте с Дональдом Джей Трампом. Потому что за Байденом это мировые банкстеры, которые определяют, что есть деньги, что есть банковская система, какие банки являются банками, какие деньги являются деньгами, и какие финансовые потоки можно идти, а каким нельзя идти. То есть это контролеры системы кровообращения, финансовой системы кровообращения мира. С того момента, как они возьмут в руках, вернее, сохранят в руках эти свои ресурсы, то разгром, экономическая, математическая, функциональная исчерпанность вот этой Бреттон-Вудской системы наступит быстрее, потому что они будут поступать именно так, как они заявили, и в огне этой многоочаговой войны, ну, им не отсидеться. Там было очень классное кино «Элизиум». 2017 год или когда это было. Ну, короче, недавнее кино, когда вся эта мировая элита аристократических людей, те Решалова и те, которые их обслуживают, они вынесли себя на орбиту, там построили себе шикарный, безбедный, здравый образ жизни. Ну, внизу на земле осталось быдло, и единственное сообщение с этим быдлом, с этим там громом, треском, визгом, плохими запахами и так далее, контролируемыми их орками,
вооруженными силами на земле, были вот эти там шаттлы, которые там доставляли им рабочие, чтобы они там работали там на орбите, и потом их возвращали. И там есть дистанции, то есть это была орбита, и связь с этим быдлом была контролируемой. Но пока у них нет подобный там орбитальный комплекс, либо они не достроили те несколько большие водяные города, океанские, на несколько десятков тысяч человек, которые отстраиваются для сверхэлиты, полностью самодостаточными, синергетической, с кормовой, с любой другой точки зрения, причем с шикарной жизни. Если они это не достроили, им не отсидеться. Им в этих больших американских городах, где, да, вот здесь имение Ротшильдов, здесь имение Рокфеллеров, здесь имение Морганов, здесь имение, там, неважно кого и как, трудно. Пламен, от лица... Это их заденет очень сильно. От лица YouTube-канала «Все самое интересное», YouTube-канала Пламен Пасков и СССР, выражаем вам глубокую благодарность. Спасибо большое. Берегите себя. Всего доброго и до новых встреч. Спасибо вам. Всех благ.